Алмаз Абдрахманов, директор молодежного центра «Седьмое поколение». Мы были знакомы с Арханом Джемалем не очень долго, но вот те встречи, которые у нас были, их невозможно забыть. Архан Джемаль запомнился как герой. Вся жизнь его была подвигом. Вся жизнь это была борьба с несправедливостью. Он всегда боролся за защиту слабых, он всегда оказывал поддержку тем, на кого оказывалось давление. Архан Джемаль это герой, который так нужен для современной молодежи. В начале нашей встречи Рустам Абый говорил о том, что сегодня проходят здесь каждое воскресенье молодежные встречи. Мы видим, что сегодня молодежь России развивается по непонятной траектории. С одной стороны, пытаясь подражать Европе и Западу со всеми негативными его проявлениями. С другой стороны, есть попытка отстоять какую-то свою самобытность. Все это по той причине, что у нас не хватает героев сегодня. Вот сзади меня изображен Ленин. И когда мои родители учились в школе, всегда говорили, вот Ленин, он образец, он герой. Сегодня мы можем с гордостью сказать, что Архан Джемаль, вот тот герой, на которого может равняться наша современная молодежь. Это герой, который не боялся ничего. Но стоит отметить, что, к сожалению, в Центральную Африку он поехал, в частности, потому что была финансовая нужда, об этом говорили. И сегодня очень много молодых ребят, молодых журналистов, которые, подобно Архану Джемалю, осваивают вот эту вот технологию и также нуждаются в помощи старшего поколения, которое бы взяло шефство над ними. Мы, вот беседуя за трапезой, говорили о том, что нам не хватает информационного присутствия. Сегодня средства массовой информации являются четвертой властью. Сегодня по телевидению мы видим различных представителей разных национальностей, среди которых очень мало мусульман. Но мы должны подумать о том, почему так происходит. И, возможно, если мы поддержим вот это новое поколение в развитии журналистики, мы через 5-10 лет получим ситуацию, когда на телевидении мы сможем доносить свою точку зрения, где на первых каналах будут вести передачи азербайджанцы, армяне, татары, башкиры. И вот для того, чтобы это все произошло, я предлагаю организовать стипендию для журналистов, для молодых студентов факультета журналистики, которые проявили себя на высоком уровне, присвоить этой стипендии название стипендии имени Архана Джемаля. Пусть это будет небольшая сумма. И взять вот эту вот материальную часть азербайджанской диаспоре. Все это можно организовать вот теми силами, которые здесь сегодня находятся. Я беседовал с директором информационного агентства «Ислам Ньюс». Они готовы взять на себя шефство вот по отбору этих молодых талантов. Я думаю, что штаб «Татар» также готов был бы принять участие в организации всего этого. Это пусть небольшая лепта, но она бы развила молодую журналистику мусульманских народов, журналистику народов разных национальностей, и армян, и грузин, и татар, и башкир, и так далее. И вот мне кажется, что самым лучшим, да, что мы можем сделать сегодня для Архана Джемаля, это создать то, что будет жить даже после его смерти. Вот эта стипендия, поддержка молодых дарований, я думаю, что было бы нашим долгом перед ним. Ахмад. Вот вы говорите о журналистах там и так далее. Во-первых, телевидение сейчас уже, особенно рейтинг телевидения, не такой высокий. Сейчас все по интернету работают, кстати. Говорят, что вам мешает сайты создавать и так далее. И писать там, в этих сайтах. И второе, значит, а ведь у нас, кроме журналистов, где наши молодые политологи? Кто у нас за власть? Кто идет в депутаты? Где они, депутаты молодые? Вот. Давайте, вот. Давайте вот мы не будем браться за все, выберем какое-то одно направление. Я знаю, что на базе штаба «Татар» есть направление, называется «Акши Шекляр». Да, это вот клуб Гиппократ.
есть медики, клуб медиков, должен быть клуб журналистов. Ради Бога. Я предлагаю тоже... Уже создали. Пусть носит гордое имя Орхана Джемаля. И у нас должны развиваться вот такие вот профессиональные сообщества. Вот. Ну, понятно, да. И на сегодняшний день, мы знаем много в истории журналистов, но на сегодняшний день вот самым выдающимся героем нашего времени является Орхан Гейдарович Джемаль. Меня зовут Джафар Аббасов, я журналист. Я думаю, только за то, что я с ними был знаком, стоило родиться. Это не пафосные слова, на самом деле эти люди, и отец, и сын, были такими представителями мусульманского мира, представителями человечества, которым прислушиваться ни для кого не стыдно, и быть рядом с ним и почувствовать себя слабым рядом с ними, это ничего унизительного в этом не было. Развивая мысль Алтай Муаллима по поводу политической воли и по поводу основного вопроса, конечно, да, Россия создана на основе Кызыл-Орды, на основе татарской крови, все это мы можем сказать. Но при сегодняшней ситуации кто может вопрос поставить таким образом? Надо быть реалистами. Нам самим надо это сделать. Действительно, это не фестивали, скажем, юбилеи наших культурных деятелей. Мы не должны это забывать. Но в политической жизни России роль мусульман, я просто так скажу мусульман, я имею в виду все 20-миллионное население Российской Федерации, которые определяют по большей части экономику России, определяет позицию России во всем мире. Но вы сейчас правильно сказали по поводу телевидения. Действительно, телевидение вроде бы умирает, но суть телевидения пока никто не отменял. И я не совсем уверен, что сегодняшнее российское телевидение, особенно в ток-шоу, особенно в тех популярных передачах, я не совсем уверен, что представляется российская позиция. Потому что любящий Россию так однобоко не может представлять Российскую Федерацию. Поэтому если мы хотим быть в числе тех, кто определяет политику этой страны, мы должны быть готовым быть нокаутированными. Потому что вот даже в то время войны, Второй Карабахской войны, вы все наблюдали за этими дискуссиями. Ну, в частности, дискуссиями у Соловьева, у Романа Бабаяна и у других, во всех. И всегда те, которые хотели даже не держать чью-то сторону, те, которые хотели объективную позицию занимать, их через 2 минуты удаляли. Вот поэтому сказать, что мы завтра изменим ситуацию, это будет очень наивно. Но никто нам не мешает, сидя за таким столом, за организаторов, которые от души хочу благодарить, на самом деле, сидя таким столом, не только говорить о хорошей татарской или азербайджанской кухне, да, а как определить с помощью таких великих умов, которые здесь выступали, определить стратегию, которая не идет вразрез политикой, стратегии России, ну, а помогает нам в этой ситуации не терять себя и не быть, скажем, бессребренниками в том смысле, в политическом смысле. Все мы являемся гражданами Российской Федерации. Мы должны доказать, что сила Российской Федерации
в объединении всех этих народов в одном кулаке. Я при жизни не знал Гейдара Джамаля, но очень много его слушал. И много сказано о нем, я не буду повторяться, но я лично о себе скажу, только потому что я в интернете услышал, у меня как-то сознание мое некоторым образом переформатировалось. Вот. Я об этом сказал Орхану, когда здесь, в штабе Татар, мы с ним встретились. Я об этом ему сказал. Он сказал, что Гейдар Джамаль и на меня также повлиял. Сказал Орхан. Да, скромно. Вот это была единственная встреча, у нас даже памятная фотография здесь осталась с тех пор. Но это действительно были люди с большой буквы. Это люди, с одной стороны, они, да, представители азербайджанского народа. Как сказал когда-то Гейдар Джамаль, когда ему вопрос задали, он сказал: я беком родился, беком и умру. Он сказал, и в этих словах как раз таки, вот он сказал два слова, но в этом уже чувствуется политическая воля и политическое заявление. И политическая воля и заявление, то, о чем говорил Орхан Джамаль, тоже имеет смысл в том, что надо, во-первых, понимать, чего мы хотим, это раз. И два, мы должны не бояться заявить об этом. Не надо скромничать, не надо стесняться, не надо бояться. Он примером своей жизни и смерти Орхан показал, что не надо поддаваться страху и ложной порядочности или стеснительности. Надо говорить то, что считаешь нужным. И в этом может проявляться политическая воля. И третья составляющая для нас, как для народа тюркского, является, или для народов тюркских, но я не оговорился, народа тюркского единого, является понимание того, что мы все народ, который по воле наших, там, я не знаю, тех, кто оказался над нами, вверх взял, по их воле, мы стали говорить на разных языках, хотя мы еще сегодня понимаем друг друга, как говорим, но мы сегодня выступаем здесь на русском, каждый, чтобы понимали лучше, а мы должны здесь стоять и выступать на тюркском, на одном языке, и мы должны понимать друг друга. Вот это будет политическая воля. Но армяне должны нас понимать. Армяне, значит, должны учить тюркский язык, если хотят с нами сидеть и разговаривать. Это очень хорошо, это делает им честь. И это не значит, что мы должны забыть русский язык. Мы в русском государстве живем, в российском государстве, государственный язык русский. Будем знать и русский. Но наш единый язык должен быть русский. Не русский, а тюркский у тюркских народов. И когда мы начнем говорить на одном языке, думать одними категориями и знать, чего мы вместе хотим, и заявлять об этом, тогда будет наша политическая воля, и нас будут слушать. И мы будем и на радио, и на телевидении, и в политике. А в народно-хозяйственной и экономической деятельности мы и так есть. А в армии, в войне, мы всегда самые первые. И мой соотечественник, герой своей России, потом стал Абдулхаким Исмаилов, вешал знамя на Рейхстаге. И именно из-за того, что у нас очень много народу погибло на этой Второй мировой войне, а башкиры, между прочим, самое большое количество героев Советского Союза на душу населения башкиров, мы имеем право на эти политические заявления. Мы имеем право говорить, что мы, граждане этой страны, должны решать политическую судьбу этой страны. Пока мы так не заявим, участвовать и решать, не просто участвовать, а решать ее на уровне с другими. Сегодня нам решать ее не дают. Нас отодвигают. Нам даже участвовать не дают. Участвовать дают, но на вторых ролях. Вот все, что я хотел сказать. Спасибо. Я, как член Левого фронта и Союза татар Москвы, хотел бы поблагодарить
штаб «Татар Москвы», Гаяра Ахметовича, как ведущего данного мероприятия, всех друзей, в первую очередь, конечно, родственников Орхана Джемаля, и всех присутствующих за то, что мы сегодня собрались и чтим память. В первую очередь, конечно, хотелось бы сказать то, что Орхан Джемаль был искренним человеком, с твердым стержнем, с искренним сердцем, чистыми помыслами и правильными действиями. И сейчас он находится в лучшем из миров. А благодаря нам, всем, мы продолжаем чтить его память. И хотел бы отдельно выразить благодарность членам семьи Орхана Джемаля. Я надеюсь, что благодаря нашим помыслам, нашим действиям, все мысли наши материализуются, и правда вскроется, истина выйдет наружу, и правосудие настигнет виновных. Орханның рухы һәм истәлеге безнең йөрәкләребездә мәңге яшь калсын. И отвечая на вопрос Гаяра Ахметовича, как нам защитить наши национальные интересы, я бы хотел развить эту мысль еще дальше. То, что мы здесь сегодня все собрались, это защита не только национальных интересов наших народов, но и нашего межнационального интереса, нашего общего интереса дружбы наших народов. Дай Бог, чтобы истина проявилась и память об Орхане Джемале была вечна. Спасибо. Сегодняшний вечер посвященный Орхану Джемалю, поэтому я вначале два слова о нем скажу. Я с ним был лично знаком, мы были как-то на ОРТ, на Первом канале вместе. И он раньше пришел на час, и я, и вот целый час до начала передачи мы с ним беседовали. И с тех пор он для меня произвел очень сильное впечатление. Вот. А то, что он погиб, мы все знаем, вот мы мусульмане здесь, он погиб, и два еще товарища его, коллеги, и своей смертью, знаете, он шахид. А шахиды на небесах, в раю. Он сейчас в раю смотрит на нас. Теперь, значит, я хотел бы поменять немножко тему. Вот много раз задавался вопрос, Гаяр Ахметович, как нам выйти из положения, что у нас самоидентичность и прочее теряется. Жалко, вот тут ушел товарищ, по-моему, он из татарского мусульманской организации сидел. Мы с ним беседовали сегодня. И у нас цифры сошли с ним. Я у него спросил, по вашим измерениям, сколько татар знают бытовой язык в процентном отношении и сколько литературный язык. Он назвал бытовой 50%, литературно 15%. Мои подсчеты тоже у нас с ним сошлись. Если хочешь уничтожить народ, то лиши его языка, он растворится. Посмотрите человеческую историю многотысячную из глубин веков. Сколько народов, нету их, только где-то в глубоких у научных работников в исторических книгах где-то что-то можно выкопать, какие-то названия. И языка нету. У нас как-то у бабушкина был круглый стол, а по малочисленным народам. Я сейчас цифры не помню, но в год несколько десятков в мире языков теряется. Есть народности, где-то может быть 2000 человек, а то и меньше. Знаем, что по закону их в армию не берут, какие-то льготы, но это еще не дело чести. Вот. Да, еще, прежде чем ответить на вопрос ваш, да, я хотел бы сделать несогласие выразить в отношении вас, что без телевидения. Сейчас интернет, вот у меня есть некоторые ролики, а я уже 1,5 года не выхожу в интернет, ролики не выставляю, где более 2 миллионов просмотров. Это солидно. Вот. Какой-то ролик более 2 миллионов просмотров. По поводу уважаемого академика. С вами тоже я не соглашусь, когда вы сказали, что наш народ воевал с немцами. Наш народ не воевал с немцами. Наш народ воевал с фашистами. Так что немецкий народ, он самый первый пострадал от фашизма. Они самые первые жертвы фашизма. Так что по всему уважению к вашему званию академика, позвольте мне согласиться. И теперь последнее, закругляю. Ответ. Что нам делать? Давит ли на нас власть? Да нет, метрополия, она нам не закрывает пути. Как было, например, в отношении болгар, когда они так называли, были под игрой. Еще каким-то. Нет, где тут запрещено
в законах разговаривать на своем языке. Мы сами виноваты. Сами. 100% сами. Если твой ребенок пришел со школы, зашел домой через порог, все, пусть он разговаривает на родном языке. А мы идем на поводу, он приходит, продолжает говорить на языке метрополии. И, естественно, через 1-2 поколения нет языка, нет этого народа. Все ассимилировалось. Ну, конечно, и религия, что она аккумулирует. Но мы знаем, среди татар очень большой процент, ну, по разным подсчетам 20%, некоторые другие, выше, ниже, они приняли в свое время христианство. Но все равно язык-то, ну, разный процент. Я не хочу сейчас, ученые тоже спорят. И кто это невозможно посчитать вообще-то. Есть и атеист, как среди всех. Поэтому мы сами виноваты. Давайте не только с детьми в семье разговаривать на родном языке, не только дома, но и на улице. Вот, встретились два земляка тюркоязычные или как это, да, разговаривают на языке метрополии. Нет, давайте на своем языке. Что у нас сейчас, полицейский за это на улицу в метро заберешь, что мы на другом языке говорим? Да, бывают хулиганы, я в электричке еду, когда говорю на своем языке, какой-то подвыпивший в электричке, что-то здесь на своем учишь. Ну, бывают такие. Ну, а так законодательно запрещено. Потом выходить в органы власти. Вот сейчас выступал передо мной, да, на вторые роля есть возможность выйти. Да, есть возможность депутаты пробиться небольшое количество. А вот высший эшелон, да, близко невозможно подойти. При последнем выборе президента России я подал в последний день заявление, что меня тоже зарегистрировали кандидат в президент России. Вышел из ЦИКа, сел в электричку, подъезжаю домой, там уже ждут, но я понимаю, что это ФСБшники переодеты, да, прикурить, и дали прикурить. То, что я заявление в ЦИК подал, я знаю, что даже и не зарегистрировано, да, и было потом официальное письмо, отказ, но физическое воздействие на меня у дома уже было в этот же день, как оперативно. Даже шутить нельзя, выше органы власти проходить. Вот. Тем более некоренному. Так что, Гаяр Ахмедович, ответ на ваш вопрос, мы сами виноваты, давайте разговаривать на своем языке, вот тогда мы есть идентичность, не растеряем и так далее. Все, виноваты мы сами. Да. Язык не самое главное. В том числе. А главное, политическая воля. В том числе. Вот у евреев языка не было. Они его создали заново. Захотели и создали. Им это нужно стало. Вот тогда они создали. Вот. А насчет того, что телевидение и интернет, сейчас, наверное, интернет уже начинает преобладать, вообще-то говоря. Даже бабушки. Значит, я хотел слово предоставить Федору Терзи. Он герой гагаузского народа. Значит, боролся, действительно, реально боролся за политические права своего народа. Поделитесь опытом. Ушам хайролсун, Павло Дослар. Добрый вечер, Да. дорогие друзья. Приятно в этот памятный вечер почтить память известных и очень прославленных деятелей российского крупного масштаба, можно сказать. Я лично, к сожалению, не был знаком с ними вживую, но читал, видел, слышал много, даже будучи на своей малой родине, уже лет 7-8 в Москве, нахожусь, и отца покойного тоже, ну, известный политолог, что там говорить. И очень отрадно и рад, что представители тут 30-40 народов, проживающих сегодня в России, вот чтят память этого человека, который, можно сказать, с блокнотом, с ручкой в руках погиб, освещая правду в горячих точках. И вот отрадно было сказано, что впервые вот он, я хоть и не мусульманин, но то, что было вот событие, когда притеснили няни, где-то вот этих, да, журналисты, помните, какая шумиха подняла средства массовой информации? Там международный интернешнл, гуманиты, все кинулись сюда уже проверять эти факты. Действительно, он скрыл такую болевую рану. Земляным пухом, как говорится, нету плохих вер, нету плохих народов, есть просто отдельные представители, которые манипулируют. И наша цель не давать им вот этого руля. Я вот хотел бы в этот вечер действительно с уважением относимся к их деятельности и отца, и сына. И дай Бог, чтобы
поколение вот длилось от миротворцев. Так получилось, что или их заказали, или роковая случайность. Я думаю, рано или поздно это все равно, как сказал Максим Шевченко, не бывает срока давности таким происшествием, таким преступлением. Думаю, мы при нашей жизни это узнаем. Хотелось бы, да. К сожалению, такие люди уходят, ну, вместо них и нас потом, дай Бог, нам здоровья и нашим, чтобы не допустить цифрового этого механизма, который будет стирать памяти исторические. Опять же, как коллега было сказано, движут в мире, да, в мире движут, мир двигает прогрессивные идеи, а правит миром хозяева этих идей. Вот я хотел бы уточнить. Да, как было сказано. Значит, давайте действительно, уважаемый наш Аксакал, академик, раз с цифрами дружит, я думаю, что вот здесь даже надо будет какие-то, вот, может быть, раз в полгода, раз, чтобы наиболее детей, которые одаренные, или там студенты, где-то сделать действительно вот такие научные, или там типа симпозиум, или чтобы рассказать, пока человек, чтобы дать, понимаете, вот бывают моменты, что любой ребенок даже вот не все может в школе освоить для себя. Бывает какая-то личная встреча, личная, что зажигает, вот как ключик подошел, все, дверь открылась, все, машина завелась, понимаете? Ну не всегда получается. И вот ту искорку даст, кывылжин верер, и из искры возгорится пламя, вот как говорили большевики, да? Кывылжин вердім, кызы что атешянда кетті. Манжа пишті, да? Олур? Согласен. Аде. Спасибо. Дай Бог, как говорится, вечной памяти посвящается Архана Джамаля. И отца его тоже помянем. Это великие люди современности, как говорится. Им помним, не забудем. Вот. Ну что, на этом мы закончим наше заседание. Да, и давайте все-таки подумаем, как нам улучшить свою жизнь. Все вместе, да. Быргя-быргя, как говорится. Всем удачи. До новых встреч. Да. Сегодня был вечер памяти Архана Джамаля. Конечно, грустный для нас всех вечер. Жалко, что мы его потеряли. Это был настоящий профессионал, патриот. И самое главное, не являясь татарином, он, когда у нас в 1917 году произошел вот этот вот кризис татарского языка, это был один из идеологов, носителей, нам путь указывающий, защитников татарского языка. У него было свое видение, он был очень интеллектуальный, культурный, общительный, коммуникабельный, да, как-то к себе людей. Мы с ним много общались, мы очень много общались с его отцом в свое время, да, вот это преемственность поколений. И вот с ним, в штабе он был 4 раза. У нас единственным утешением, вот сегодня мы смотрели, это его фильмы, они какие-то пророческие даже, вы знаете. Вот сегодня были его родственники, супруга, значит, близкие друзья, все сегодня высказались. Был такой немножечко грустный вечер воспоминаний. Когда мы читаем Дуга в штабе, мы всегда о нем вспоминаем. Ну, сегодня много было и предложений по сохранению языка, по стратегии. Вот мы представили сегодня новую стратегию из 20 пунктов. Она написана для татарского языка, но она касается всех тюркских народов. Сегодня вот очень хорошо выступили туркмены, выступили сегодня кумыки, гагалузы православные, да. Поэтому такой вечер был насыщенный. Штаб татар уже в течение вот 7 лет проводит ифтары вместе, вечера. У нас в Москве, в этом огромном мегаполисе, сохранение языка, культуры, у всех проблемы одна и та же. Вот. Поэтому нас тюркский народ вот это объединяет. Вот сегодня на своем языке выступал кумыки, значит, Азербайджан. Практически мы все понимаем, конечно. Пусть земля будет пухом, еще раз вспомнили. Хорошо, что все приняли активное участие. Спасибо.